Знаешь, Руслан, у меня есть знакомые, далеко не глупые люди, которые убеждены, что проблема обманутых дольщиков – это их личная проблема. Ну, рискнули люди своими деньгами, но ничего не вышло. Это такое упрощенное понимание. Ну, дольщики – это же не какие-то там инвесторы там, или игроки. Это вот люди, которые хотели подешевле взять квартиру. Для многих это покупка всей жизни. Ну да, но тогда почему государство в таком случае не может принять закон, который на всех этапах абсолютно покупателей недвижимости обезопасит от любых рисков? Ну, столько лет прошло с 2004 потому что постоянно года. появляются какие-то мошенники, застройщики, которые все норовят обмануть граждан. Да? Но тут у каждого объекта тут своя история, вот там, именно, своя судьба. Я и говорю, что значит государство несет ответственность за те законы, которые она Государство издает. не отказывается от ответственности, не отказывается. Пусть и выдает квартиры, пусть эту ответственность свою как-то и дальше насчет выдачи квартир не знаю, но, по крайней мере, государство, республика, оно утверждает, что не оставит их на произвол судьбы, будет решать там поэтапно, в ручном режиме, как-то будет заниматься этим вопросом. Надо выяснить, как будет заниматься, Давай будем есть ли разбираться. вообще свет в конце тоннеля. Тема, которую мы сегодня предлагаем обсудить, казалось бы, касается узкого круга людей. Тех, кто купил квартиру у застройщика по договору долевого строительства, но оказался покупателем огромной проблемы. Что-то пошло не так. Люди остались без денег и без квартир. Сегодня обманутые дольщики ждут помощи государства или суда над мошенниками. Но если копнуть глубже, любой из нас может оказаться на их месте. Самый громкий пример – печальная история жилого комплекса «Миловский парк». Пострадавших более 1500 семей. Куда делись собранные средства, выясняют правоохранительные органы. Как развивались события, разбирался наш корреспондент. Кто виноват и что делать, мы с Ириной Моториной будем обсуждать сегодня вместе с гостями студии. Но сначала давайте посмотрим сюжет. 3 года обманутые дольщики Миловского парка взывали к совести застройщика. Выходили на пикеты, мастерили чучело главного злодея, учредителя фирмы «Килстрой Инвест» Дмитрия Комлева. Проводили магические ритуалы и даже устраивали голодовки. Стройка не двигалась. Увидев Комлева в наручниках, его арестовали в мае 2019 года, дольщики воспряли духом. Забрежила надежда на справедливость. Суд отправил Комлева под домашний арест на 1,5 месяца. Следствие подозревает его в мошенничестве и в хищении денег покупателей квартир в Миловском парке на сумму 2 миллиарда рублей. 1500 человек скитаются по съемным квартирам, кто-то ютится с родителями в однокомнатной квартире, там по 15 человек, образно. Столько горя принес. Миловский парк по числу обманутых дольщиков рекордсмен в Башкортостане. Заплатили деньги, но остались без жилья более 1500 семей. В их числе и Руслан Каюмов с женой и детьми. Вот уже 4 года они ждут новоселья, но до сих пор у их дома нет даже фундамента. Семья живет вот в этом полуразвалившемся доме. Платят 9000 рублей за съем. Дешевле не нашли. Удобство на улице, вода из ближайшей колонки. Привыкли. Голь на выдумке, говорят, хитра. Вот и машинку-автомат приспособили. А как вы понимаете, сколько воды туда надо налить? Датчик срабатывает, и определенный звук появляется. И наливаем до тех пор, пока звук не остановится. Аренда, ипотека, детский сад, школа. Вот и от зарплат сотрудника МЧС и воспитательницы остается 12 тысяч. На питание, одежду, об игрушках и речи нет. Среди обманутых дольщиков Каюмова среднестатистическая семья нуждающихся. Они, как и многие другие товарищи по несчастью, стояли в очереди на получение социального жилья. Но сотрудники администрации, в основном это Демского и Уфимского районов, убедили их принять участие в новой федеральной программе «Жилье для российской семьи», в рамках которой и должны были появиться дома в Миловском парке. Надежность гарантировалась государством. Вот как об этом говорил Артем Ковшов, тогдашний заместитель главы Уфимского района, а ныне замруководителя комитета по строительству в республике. Гарантия – это в первую очередь добросовестность застройщиков, второе – это ответственность муниципалитета, третье – все договора заключаются по договорам долевого участия, что регулируется федеральным законодательством, а также по всем договорам предусмотрено страхование ответственности застройщика перед гражданами. Не поверить такому было невозможно. По программе «Квадратный метр» стоил 35 тысяч рублей при рыночных 57. Предложение было заманчивым. Нуждающиеся люди поднатужились. На первоначальный взнос заняли у родителей, там чуть-чуть было у себя. Кое-как 300 тысяч набрали, первоначальный взнос сделали. Потом через 3 месяца
материнский капитал туда вложили. Зачем здесь купила? Во-первых, надежность, думали. То, что во всех администрациях реклама была. Президент ленточку перерезал. Я плачу ипотеку. И на первоначальный взяла кредит. 32 тысячи у меня ежемесячная выплата. Сейчас на работе тоже идут сокращения. У меня зарплата 23 тысячи. Я снимаю квартиру и жду вот эту квартиру, ипотеку плачу. Я не знаю, как мне дальше жить. Не прошло и календарного года, как от дольщиков Миловского парка пошли первые тревожные сигналы. Сроки строительства затягивались. А в 2016-м арбитражный суд республики объявил 35-летнего Дмитрия Комлева банкротом. С тех пор он никому ничего не должен. Собственно, и взять-то с него нечего. То, что государство подписывает внушительный договор на строительство социального жилья с фирмой практически без опыта работы, изначально удивляло общественность и журналистов. К тому же к этому времени у Комлева уже имелась судимость за мошенничество. На строительном бизнесе нет случайных людей. Они появляются. Если появляются новые игроки, значит, у них есть какая-то поддержка административная, как правило. То есть это или близкие к чиновникам, или близкие к силовикам люди. И вот как выясняется сейчас, Дмитрий Комлев, он сын бывшего сотрудника МВД. Я не знаю, была ли там какая-то поддержка у силовых структур этого проекта, но абсолютно точно, что была поддержка администрации Уфимского района, которая, вот как заявляют сами дольщики, их и обнадеживала в том, что этот проект железобетонный. Сам Комлев заявляет, что строил он честно, а кризис случился по вине государства, которое якобы не профинансировало, как обещало, коммунальные сети. Что именно произошло, сейчас разбирается следствие. Но в Миловском парке ведь строили не только социальное, но и коммерческое жилье. Покупателей тоже было много. Тем не менее, некоторые ждут свои кровные квадраты уже 6 лет. Нам обещали сдать этот дом в 2014 году в декабре. Основанием для возбуждения тогда стали коллективное обращение дольщиков, которые сообщили о возможном хищении денежных средств при возведении жилого комплекса «Миловский парк». Позднее это уголовное дело было передано в региональное подразделение Следственного комитета России. С арестом Комлева ниточка большого клубка под названием «Килстройинвест» потянулась. Следом под стражу взяли бывшего генерального директора компании Павла Рыцева. Обоим им вменяют 3 статьи: мошенничество, причинение имущественного ущерба путем обмана и уклонение от уплаты налогов. Всего Комлев продал квартир, по некоторым данным, на 3 миллиарда рублей. Один из которых нашли, он был потрачен как раз на строительство. Цепочки по остальным деньгам тоже прослеживаются. Одна из рабочих версий следствия, что на эти деньги семья Комлевых построила развлекательно-гостиничный комплекс на берегу Павловского водохранилища. Он считается одним из самых элитных в республике. Здесь часто происходят закрытые вечеринки, сюда приглашают звезд шоу-бизнеса. Миловский парк действительно самый показательный случай, ведь здесь гарантом выступали органы исполнительной власти республики. Казалось бы, проблема, которую мы сегодня обсуждаем в студии, касается только нескольких тысяч дольщиков, состоящих в соответствующем реестре. Или обманутым застройщиком может оказаться любой из нас. Поговорим сегодня об этом с нашими гостями. Итак, у нас в студии сегодня Григорий Невоструев, это первый заместитель председателя Госкомстроя Республики Башкортостан, и Виталий Лесков, представитель инициативной группы обманутых дольщиков. Ну вот мы посмотрели сюжет о Миловском парке. Скажите, Григорий, ну вот есть надежда у обманутых дольщиков Миловского парка на то, что их проблема будет решена в итоге? Этой работой озаботилось правительство давно. И вот в том году мы 2 дома организовали ввод, то есть получили квартиры, 10-2, 10-3 дома. По-моему, 250 человек, если не ошибаюсь, получили жилье. Не могу точно цифру. Из тех обманутых дольщиков Миловского парка, кто состоит в реестре обманутых дольщиков? Да. 200 человек получили квартиры. Да. Все-таки государство не снимает себе ответственности за ту ситуацию, которая сложилась именно с Миловским парком. Потому что действительно и администрация Демского, и Уфимского районов, она очень активно поддерживала этот проект. Более того, призывали людей вступать в долевое участие. Мне сложно судить, из каких составляющих возникла вот эта проблема, и из-за чего эта программа не выстрелила в том объеме, в котором она была. Но вот в момент старта этой программы, то есть действительно органы исполнительной власти рассматривали как один из основных механизмов обеспечения жильем. Ну, это была самая громкая история. Виталий, скажите, пожалуйста, вот вы как представитель инициативной группы обманутых дольщиков, ощущаете ли, что вот нынешняя власть республики твердо намерена эту проблему решить? Вообще в целом проблему обманутых дольщиков?
Потому как вы задали этот вопрос, да, я именно ощущаю намерение. То есть намерение я, конечно же, ощущаю. В отличие от многих регионов нашей страны, а мы общаемся с обманутыми дольщиками всей страны, получается, вот таким вот образом, у нас в республике власть разговаривает с дольщиками. Она вступает в диалог и делает некие шаги. Но также мы на сегодняшний момент, учитывая количество всех обманутых дольщиков, которых есть, и то, как именно это сейчас, сколько из них решается, то есть это, конечно, ничтожно мало. Скажите, если есть между властью и дольщиками диалог, причем постоянно, им оказывается внимание, почему некоторые обманутые дольщики идут на такие радикальные меры, как пикет или голодовка, или обращение вообще к Москве с просьбой Продолжают помочь? привлекать Почему? к себе внимание. Зачем это? Позвольте, я первый отвечу. Пожалуйста. Потому что диалог диалогом, но на стройке должны появляться кирпичи. Глава предусмотрел на строительных часах еженедельно. Причем лично он принимает в этом участие. Лично принимает участие, он, более того, приглашает представителей инициативных групп. Диалог есть, но, к сожалению, смотрите, мы сейчас находимся в ситуации, когда серьезно поменялось правовое поле в части строительства. Спасибо. И по последним данным Республиканского госкомитета по строительству, на сегодня 7,5 тысяч человек официально признаны как граждане, заключившие договора по проблемным объектам. Власть заверяет, что не намерена бросать их на произвол судьбы. Действительно обнадеживает, что создана межведомственная рабочая группа по содействию в защите прав и интересов обманутых дольщиков. Ее возглавляет лично Ради Хабиров. И каждую неделю на стройчасе он обсуждает с комиссией, что сделано, что необходимо сделать. А по плану до конца 2021 года в регионе не должно остаться ни одного обманутого дольщика. Давайте посмотрим еще один сюжет на эту тему. Каждый понедельник Зульфия Гасина приходит на стройчас в Дом правительства, чтобы задать от имени всех дольщиков дежурный вопрос. Когда? Когда они въедут в свои законные метры? И каждую неделю на этой встрече руководители Госкомстроя, муниципалитетов, а также остальных ведомств, отвечающих за строительную отрасль, отчитываются, что сделано и что необходимо сделать для решения проблемы. Сейчас у нас, если честно, грандиозные планы по решению проблем пострадавших, но они реализуются достаточно с трудом, поскольку нет правовых механизмов, как можно напрямую передать бюджетные средства для достройки определенных домов. На контроле 32 проблемных объекта, более 7 тысяч семей. Каждый требует индивидуальной схемы решения. Например, достроить дом в Уфе иногда проще, чем в районе, потому что расплатиться со строительной фирмой, которая согласна довести дело до конца, государство может только землей, так называемым компенсационным участком. Естественно, что в центре Уфы она стоит на порядок дороже, чем в Иглино, Ишимбае или даже Стерлитамаке. Когда большая семья Екатерины Черкашиной наконец заедет в свои законные квадратные метры, неизвестно. Дом, в котором они приобрели квартиру, не достраивать нужно, а строить заново. А виноваты в том, что многодетная семья вот уже 4 года мыкается по чужим углам, чиновники Иглинского района. Это было доказано в суде. В 2015 году, когда Катя с помощью мат-капитала решила расширить жилплощадь, ее заверили, что дом уже достроен. И даже главный архитектор Иглинского района подписал разрешение на ввод в эксплуатацию. Однако строители исчезли, а последующая экспертиза показала, что такая халтура только под снос. Жить опасно. Но Катя этого не знала и, более того, была вынуждена въехать сюда с детьми, потому что снимать жилье было не на что. Да, вот главная трещина, она идет до крыши с 1-го этажа. Страшновато, конечно. Спишь ночью, бабах какой-нибудь. Звук такой, треск. Главного архитектора Иглино Медхат Султанова тогда уволили и осудили за превышение должностных полномочий. И тут же отпустили по амнистии в зале суда. Свою вину он признает, но частично. Якобы многие дольщики сами подписали согласие принять квартиры в таком состоянии. Застройщик неоднократно еще пытался в декабре 2014 года подписать это разрешение на ввод. И я говорил, что раз дом недостроен, то, соответственно, он не может быть подписан. Однако в феврале уже 2015 года стройиндустрия на Польское, Софиулин, Ирик, и они пришли
непосредственно уже главе администрации со словами, что нам требуется, нам нужно часть квартир зарегистрировать для того, чтобы мы могли участвовать уже в социальных программах. И после чего уже глава администрации непосредственно пояснил, что давайте пойдем на это, ведь это не первый раз. Скажем так, да, есть обстоятельства, которые вынуждают нас совершать некие действия, будучи муниципальными служащими. Извиняться перед дольщиками Иглинская администрация не стала. Зато, узнав, что в недострое живет многодетная семья, быстро поставила ультиматум Кате и ее мужу. Или они съезжают, или лишаются родительских прав. Куда съезжать, не уточняли. Продав последнее, те сняли самый дешевый домик в Иглино за 9 тысяч рублей. Сколько вы в сумме потратили на съем жилья? Примерно еще одна такая же квартира. В администрации Иглинского района лишь с 3-го раза смогли ответить, кто именно занимается проблемами дольщиков. А их в районе более 700 семей. После 2 десятков телефонных звонков на связь с нами вышел помощник главы района. Я данную информацию не могу вам сейчас прокомментировать, потому что я не владею информацией по поводу этой семьи с 4 детьми, которые ждут 5-го ребенка. Мы снова в студии программы «Честно говоря» и продолжаем говорить не только о защите интересов дольщиков, но и в целом о защите прав покупателей недвижимости на ранних стадиях строительства. У меня к вам вот такой вопрос. А правда ли, что в новом законе, точнее в обновленном законе, который вступит в силу в тех поправках с 1 июля, которые вступают, исключена возможность покупки недвижимости на ранних стадиях строительства? Там долевое строительство предусмотрено, но там предусмотрена также система отдельных специализированных счетов и отдельного контроля за расходованием этих средств со стороны как банковских структур, так и Дом РФ через систему, единую информационную систему, так и контроля Госкомстроя в части соблюдения этой декларации. Собственно, главный вопрос, который возникает у всех. Позволит ли это новое введение, новый закон избежать появления новых обманутых дольщиков? Безусловно, как только старые объекты будут доведены в эксплуатацию, завершены, все вновь начинаемые объекты, они предусмотрено, что разведены деньги граждан и инвестиционный процесс по строительству дома. Вопрос в том, что граждане тоже должны изучать законы, связанные с той областью, в которую они идут. Вот закон о долевом строительстве, на самом деле, обманутых дольщиков сформировал, которые по закону следовали буквально там, по-моему, 1% или меньше. Все остальное – это квази-схема долевого строительства, и люди подписывали договоры, не связанные с исполнением. Даже не понимаю, в чем суть это. Виталий, вы, кстати, вы же юрист профессиональный. Да, совершенно верно. Вы наверняка и читали договора, и разбирались. Сейчас уж тем более разбирались. Замечательно. Где ошиблись? В моем случае я не ошибся нигде. То есть договор долевого участия у меня заключен, зарегистрировал в установленном законом порядке в регистрационной палате, как это тогда требовал закон. Документы на землю были в порядке, разрешение на строительство действующее, выдано, и достаточно было до 1 января 2019 года. Я заключал свой первый договор. В вашем случае имеет место чистое недобросовестное. Вот я как раз тот по 1%, которого... Который все прочитал, все знал, и тем не менее, вот если честно говоря, как у вас без лукавства. То есть есть различные схемы. Человек, который приобретает жилье по 214 ФЗ, в 2005 году нас уверяли, что нет, будет никаких рисков, вас точно не обманут, потому что ваши деньги нельзя израсходовать куда-либо еще, кроме как на строительство домов. Хорошо, на дворе 2019 год. Вы говорите о каком объекте? О Миловском парке? Я сейчас говорю о любом объекте, который заключил договор по 214 ФЗ. Что еще тогда, когда нам в 2005 обещали, в 2012 я заключил договор, на дворе 2019 год. Как случилось так, что запрещающий закон, который сказал, ваши деньги не могут быть израсходованы куда-то еще, кроме как на строительство вашего дома. Но случилось, израсходовали, и вот мы в этой ситуации, правильно? Если человек попал в реестр обманутых дольщиков, независимо от той схемы, которая была при приобретении им объекта долевого строительства, он должен быть решен. А вы верите в этот план, что до 2021 года решится проблема, ни одного обманутого дольщика не останется? Вы верите в этот срок? Может ли чиновник оперировать таким понятием, как «верю, не верю»? Во всяком случае, надежду в себе он может, этот чиновник, как-то сформулировать. Есть основания для этой надежды? Смотрите, поставлена такая задача разработать механизм. Вот на самом деле мы как министерство
как Госкомитет по строительству, мы как раз и вырабатываем по каждому из объектов свою форму, свой вариант решения этой проблемы. Мы сейчас обращаемся к гражданам, да, Да. чтобы они, прежде чем тратить такие деньги, принимать такие ответственные решения, консультировались, 10 раз подумали. советовались, 10 раз подумали, прежде чем один раз отрезать. Итак, 214-й федеральный закон о долевом строительстве был принят 15 лет назад. За это время он претерпел десятки поправок и изменился до неузнаваемости. И каждый раз россиян заверяли, что вот теперь уже точно комар носа не подточит, и мошенники не просочатся, деньги не пропадут вместе с застройщиками, а новоселы гарантированно получат ключи от своих квартир. Последние поправки, кажется, уже точно полностью на стороне покупателя. Все подушки безопасности учтены. Вложись, не потеряешь, как бы говорит нам закон. На все ли 100% это так? Наш корреспондент постарался разглядеть картину недалекого будущего. Купить квартиру в строящемся доме дешево и не боясь быть обманутым – привлекательное предложение для многих россиян. Кажется, оно станет реальностью уже совсем скоро. 1 июля в силу вступят новые изменения в федеральный закон 214 об участии в долевом строительстве. Суть поправки в финансовых гарантиях. Все расчеты с застройщиком только через банк. Там деньги дольщика будут храниться на эскроу-счетах до тех пор, пока покупатель не въедет в готовую квартиру. Сам дом должен строиться в соответствии с новым законом либо на деньги строительной компании, если у нее их достаточно, либо с привлечением банковских кредитов. Исключение из правил для тех, кто уже строит. Если выполнено больше 30% проекта, можно дальше заключать с покупателем прямые договоры долевого участия, то есть по старинке. Одним большим минусом нового закона станет существенный рост цен на жилье, прогнозируют эксперты. А сам рынок, он уже начинает дорожать с января месяца. И ожидается еще плюс 10% подорожания. Строители видят в новом законе угрозу всему строительному рынку. Процесс перестанет быть непрерывным. Ведь теперь к следующей стройке они смогут приступить только когда завершат текущий проект. Даже для крупных, сильных компаний, как наша, просто параллельно с одной стройкой, значит, выложить аванс на начало второй, никто так не сможет, и это приведет к разрыву сроков между объектами и падению объемов строительства. Неминуемо может привести к повышению цены на недвижимость. Кажется, поправки в федеральный закон 214 максимально защищают покупателей новостроек. Но только время покажет, какие в законе остались пробелы и каким образом недобросовестные застройщики могут его обойти. А в том, что попытаются, никто не сомневается. Уважаемые гости, скажите, пожалуйста, каким вы видите состояние рынка недвижимости после 1 июля, после принятия нового закона в этом году? Сможем ли мы забыть и избавиться от самого понятия обманутые дольщики? Ну, давайте с вас начнем. Как вы считаете? Ну, на мой взгляд, конечно же, в нашей стране, к сожалению, жесткость закона компенсируется необязательностью их исполнения. И никто не скажет, что после 1 июля все как отрежет и все пойдут по новому законодательству. Это система такая, созданы такие условия. Закон написан, но каким образом его исполнять, никто не написал. Каким образом Госстрой должен отреагировать, когда узнает о факте нецелевого расходования средств обманутого дольщика? Инструментов нет у вас. А у меня запрет. Прокуратура тут же опротестует мои действия, вмешательство в предпринимательскую деятельность. И у меня светит уголовный срок. То есть, по идее, я имею право только когда внеплановую проверку провести, когда уже факт свершился. Либо, смотрите, инструментарий, позволяющий мне контролировать, что вот эта платежка пошла налево или направо, он отсутствует в принципе. Мы сейчас наступаем и танцуем, точнее, на граблях, которые связаны были с молодостью нашего рынка. То есть 20 лет рынок рос недвижимости, просто тупо рос, 20-30 даже лет. Но это же биржа в свое время, фондовые, товарные, они 100 лет назад это прошли все. Когда управленец активно вкладывается, у него все прет, он дальше начинает распыляться, а потом наступает коллапс. Но мы сейчас в итоге придем к тому, что вообще не будет никаких договоров долевого участия, правильно? Вот в законе они мы тогда понимаем, появятся другие формы. Либо появится посредник, это приведет к удорожанию. В любом случае, финансовый институт, как инфраструктура, которая внутри, между гражданином и строителем вступает, это в любом случае затраты примерно 5-10%. Правильно? Ну, в зависимости от объема и сложности. В свою очередь, накладом это на временной характер, на сложность объекта, и имеем 20-30%. Тем не менее, обратите внимание, если закон переписывался, значит он нужен. Вы посмотрите вокруг себя, по городу Уфе новые дома построенные. Скажите, кто их построил? Их построили дольщики, все до единого. Их не построило государство,
Хотя, в принципе, госстрой же отчитывается. Мы сдали 2 миллиона квадратных метров. 5% бюджетных средств только в стройке. Все, их строили дольщики. Это средства людей. Либо ипотека. То есть, если Банки, лес рубят, ипотека, щепки летят, то вот эти щепки теперь надо прибрать. Это мы, это вот этот 1%. Все, вот логика достаточно Закон простая. пишется кровью. В том числе Практически нашей, совершенно кровью. верно. Итак, для тысяч дольщиков, которые уже обмануты, новый закон ничего не меняет. Они по-прежнему в трудной ситуации и рассчитывают на помощь и конкретные меры. Спасибо вам за честный разговор. До свидания. До свидания. Спасибо. Знаешь, Руслан, у меня все-таки большие сомнения о том, что новые правила покупки долевого участия что-то изменят, что какие-то Слушай, мы давно живем в перемены нашей стране, произойдут. да, Я не верю. Конечно, хочется надеяться на лучшее, но мы понимаем, что появятся какие-нибудь опять предприимчивые люди, да, которые придумают какие-то кривые схемы, и опять будут появляться обманутые Думается дольщики. только, да? 16 раз закон меняли. 16 раз туда что-то вносили, что кардинально Они меняло закон все равно его обходили. в другую сторону. Это же уметь надо. Потому еще. что очень тяжело вот было смотреть на судьбы конкретных людей, вот на обманутых дольщиков, которые находятся в такой отчаянной ситуации. Ну, конечно, хочется, чтобы этого больше И вот каждая не ситуация, повторялось. причем действительно она уникальная. У каждого своя судьба, своя беда. И действительно надо, чтобы в этом разбирались как можно. Давай загадывать не будем, поживем, увидим, как Поживем, это будет увидим. работать. Перестанут ли с новым законодательством появляться обманутые дольщики, покажет время. Сейчас же нынешней руководящей команде надо разбираться с тем печальным наследством, которое досталось им от предшественников. Мы будем следить за развитием событий. А сегодня, честно говоря, мы хотели, чтобы вы разглядели за общим реестром пострадавших судьбы и истории конкретных людей, которым нужна помощь. Смотрите нас на канале БСТ. До свидания и берегите себя и своих близких.